Депутатами Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях рассматриваются проекты законов об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за прошлый год, о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на текущий год и прогнозе на 2019 и 2020 годы. О республиканском бюджете на 2019 год и прогнозе на 2020 и 2021 годы за ходом заседания следила Диана Мамекова. Вопросов, как всегда, было много. Оно и понятно. Нелегкая задача поставлена на обсуждение депутатов. Бюджет республики. Были и упреки, но были и дельные советы. Ор болсо дагы, кыйынчылыктар болсо дагы, давайте мындай кылайлы. 10% сактоого резервный счетту ачайлы. Предлагаю создать в Кыргызстане резервный фонд для поддержки бюджета. Надо ежемесячно откладывать на специальный счет как минимум 10% от доходов государства. Причем делать это несмотря на сложности. За счет этих средств можно решать важные текущие задачи, либо погашать долги. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Резервный фонд должен преследовать две цели. Одна часть средств должна распределяться в стране, а другая направляться на выплату внешних долгов. Если поддержите бюджет 2019, то с первых дней следующего года мы начнем создавать резервный фонд. В 2019 году одной из важнейших будет проблема фискализации. Думаем, выведем из тени большие суммы. Также политика фискализации должна защищать законопослушных граждан. Нам надо ликвидировать тех, кто выпускает контрафактную продукцию. Вместе с тем Бекешев поинтересовался, как исполняются обещания президента, которые он давал во время предвыборной агитации. На что премьер ответил: работа по обещаниям начата. Предвыборные обещания включали в себя меры поддержки в сферах образования и здравоохранения. Нами повышена зарплата категориям врачей. В бюджете на следующий год мы также закладываем необходимые средства на эти цели. Проводятся важные реформы в системе здравоохранения. Отдельный блок предвыборных обещаний – вопросы развития регионов, предполагающие в том числе меры по обеспечению сел питьевой водой и развитию ирригации. Будут реализованы проекты по обеспечению питьевой водой 215 сел. И как раз в рассматриваемом республиканском бюджете на 2019 год заложено 100 миллионов сомов на стимулирование деятельности органов местного самоуправления и увеличение их доходов. Также 2 миллиарда сомов заложено для повышения эффективности государственной экономической политики, а также возобновления производства в регионах страны. Эти средства будут направлены на активизацию экономической активности в регионах, сказал глава Кабмина. Интересовала нардепов реализация проекта «Безопасный город». У нас несколько проектов, реализацию которых ждут многие. Один из них – «Безопасный город». Что сейчас по нему делается? И сможете ли вы его все же завершить? С декабря по февраль 2019 года на 38 перекрестках города Бишкек и основных трассах будут установлены камеры фиксации нарушений ПДД. При реализации проекта будут задействованы собственные средства инвестора. Средства из государственного бюджета не будут использоваться. Накопленные суммы от штрафов будут делиться между инвестором, соответствующими государственными органами и местными властями. Другой многообещающий проект – реформирование подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность. По инициативе президента Сооронбая Жээнбекова было принято решение о создании патрульной милиции. Набор сотрудников в новую структуру будет производиться исключительно на конкурсной основе. Особое внимание будет обращено на компетентность, знание законодательства и соответствующих норм. А потому здесь будут работать только те, кто действительно будет работать во благо народа. Подняли депутаты вопросы и по соглашению с компанией «Кумтор». Я разговаривал с главным исполнительным директором Сентера Голд Инк Скоттом Перри. Один из вопросов касался продажи Сентера Голд. Он мне сообщил, что несколько компаний обратились. Это нормально, в практике запросы поступают от успешных компаний. Перри сообщил, что пока конкретных предложений не поступало, переговоров тоже нет. Если такие будут, то нас, как основных акционеров, оповестят. Касательно дивидендов, то этот вопрос будет зависеть от стратегии, которую подписал прежний премьер-министр.
Сейчас депутаты продолжают обсуждение проекта законов о республиканском бюджете на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы, и о республиканском бюджете на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы. Диана Мамекова, Тимур Садагалиев, Общественный, Первый канал.